Транспортеры набежали. Так ёп, ты чё, это ж, блин. Так, у Михаила с утра поклевочка была. И он думает, что это камень. Он тащит камень. Присущийся. Ну, представляете, круглый здоровый камень он поймал на крючок. Саня, давай тащи. Да это хули, что ты тащишь? Я видел, что он такой. Я его причем подсел. Ну, вот как... Вот так, вот так, вот так. Ну, видишь, подсек за это. Ну. Сейчас я тебя отпущу. Спокойно. Ну видишь, уже мелочь пошла. Сейчас и крупная за ней пойдет, значит. Дай тряпочку. Схерочку. Ручек вот он стоит. Приятно находиться за полярным кругом, кофейка попить. Да. Горячий. Ну вот, друзья, с прошлого года нашел для себя вот это кофе. Жокей Триумф. И до сих пор по сегодняшний день продолжаю употреблять его. У нас в Якутии в основном растворимый кофе, ну, охотники и рыболовы пьют. Поэтому вот очень хорошее кофе. Делюсь с вами. И пьем сами. Михаил уже попробовал. Я солю икру пока. Да. Не, кофе вкусный, особенно, говорю, на природе, когда вот вскипятите водички. На природе вообще все вкусно, да, ведь, да? Да. Вот. Ну, у него ароматный, мягкий вкус, довольно приятный запах. Ну и справляется со своими функциями. Придает энергию для дел. Поэтому кофе пьем не только утром, ну, можно и в течение рабочего дня его употреблять. О, красавчика! Хороший хариус вышел. Руслан! Здравствуй! Тот там. А вот показывай. Туда бросай. Ну покажи. Подожди. Опа. Вот какой плавник. Эх, какой шустрый. Ну. О, отлично, отлично, отлично. Хариуса мы поймали. Какой хороший, да? Да, хороший хариус попался. Время хариусов, видать. Так, вот это кто считается поймал? Я, получается, все равно, а не ты. Да. Ты проспал. Вот если на глубину пошли бы, на мушке, мне кажется, ловились бы хариуса. Да фиг. Сейчас нормально. Я тебе вышлю. Это я сейчас сделал для северов и для рыбальщиков интересную модель. Не с этими перекинами, потому что они, вот видишь, он у тебя то сырой, то сухой. Вот. И вот те проставки вообще не нужны. А на чопиках его сажаю. Ну, гораздо интереснее получается. В смысле, вот этот нож и там вот чопики. Да. То есть без вот этой вот штуки. Это у тебя вообще еще самый старый ножик. Да. Ему уже вообще сколько? Дофига. Года 2, наверное. 3, наверное, даже. А еще это пастой Гоя вот намазать, вот эту штуку. Зеленую. Есть у тебя чай по-любому? Сейчас с собой-то нет. Ну, понятно.
Вот так, у тебя просто, если он, ну, подсел чуть-чуть, вот этого достаточно будет. Пастогоем, если еще там, да? Да. Он это, вот все мелкие заусенчики она убирает, которые, если остаются. Слушай, ничего себе. Ты не знал? Нет. Тебе лайфхак. Сейчас не узнаешь свои ножки. Да. А вот с этим пройдет такой номер? Должен сейчас сделать. Вот так вот. Теперь быстренько солим леночка. Вот здесь процедура простая. Стандартно все. Сюда. Так, ну, Михаил хотел внутренности там. Будем копить в этот пакет. Будем внутренности забирать. Потом будем посмотрим, может промоем да пожарим. Почистим, промоем, пожарим. Красота какая. И сейчас мой друг Слава будет разделывать леночка, которого я поймал, нашим якутским ножом, который он уже года 3 использует точно. Да. Рыбка у нас подморожена. Нож справляется. Отлично. Икра, не икра. Сейчас проверим. О, ребята. Икрка есть маленько. Корку забираем. Прям сразу забираем ее. Опа. Все. И вторую тоже. Вот эти внутренности будем жарить, это мое любимое блюдо. Это икра. Всё. Вот такой ленок. Здесь еще маленько пару надрезов сделаем. Че, клювает? Угу. Ну, видать, кто-то подошел. Такой же бородатый, мне кажется. Вот. Ну, надо еще штук 6 таких. Ну да, чтобы он прямо. В притеряк встал. Да, все вот так закрываем и аккуратненько Куда? под кровать. Вот эту вот туда пилу. Ага. Да что никак подсекло. Сейчас оттягиваю.
аккуратней. Да нормально. Маленький хрюзек. Вот это Руслан. Ну, что, его туда дополним? Да, что Или маленький отпустим? А куда его? Он так и будет вот потом. Давай его туда сразу досолим. Сейчас тебе подам. Вот. Кого? Ну, это не надо тебе? Дощечку-то? Да. До свидос, Русланчик. Что тут? Руслан приплыл. Ну да, на кровь хрюзя поперли. Ну, Куда ну, это? Бросай туда. Будем это обрабатывать. Куда их бросать? То вот сюда брось, где он этот угол. Ну вот здесь вот брось там. Сейчас я попозже чуть его это возьму. А у вас что-нибудь вообще сажают там, типа сады есть? Ну, типа там капуста, картошка. Капусту выращивают, конечно. Выращивают, да? Кто дома, кто фермерское хозяйство держит. Ну а так в основном такие только культуры растут. Ну, успевает вырасти, да? Да. А там яблони какие-нибудь есть у вас? Не, это уже всё, Это уже нет. Ну, в последнее время начали выращивать это. Ну, в ботаническом саду как бы там где. Ну, у нас, я это заметил, когда ездил по России, что вот после Новосибирска у вас тугис и WhatsApp это, блядь, святое. Ну. А у нас ни тем, ни другим вообще не пользуются. Ну, видишь, натряс. Да, Михаил красавчик сегодня вообще опять отличился. Сколько хорюзов наловил. Просто бомба. Так, ну все, друзья, мы начинаем собираться. С Михаилом решили ехать в более уловистые места. Вот, пожелайте нам удачи. У нас впереди очень большое путешествие, опасные места. На 100 километров. Да, примерно около 100 километров поедем сейчас. Вот.
Итак, добрый вечер, дорогие друзья. С Михаилом мы переехали на новое место. Пробурились. Здесь снег очень... То есть вода выходит из-под лунки, из лунки. И поэтому мы прямо на снегу поставили палатку. Дно опять, ну как бы полы опять вот такие. Но это ничего. Завтра, если что, мы палатку перетащим. Я тут немножко растоптал площадочку. И прямо на площадку будем просто волоком перетаскивать. Чистить ничего не надо. Вот этими хорошо. Глубина 2 метра. Я забросил удочку. Михаил, как у тебя ощущения после поездки? Я пока восстанавливаюсь. Не, поездочка, конечно, 100 километров мы проехали. Да. После обеда стартанули. Да. Сколько мы? Ну, мы вообще удачно проехали. Пару раз мы застряли только. Да. Вот, так что все быстренько. Наледи не было. Да. Ну, то есть была, но она это... Ну, мы проехали, да. Подмерзшая уже была, за ночь подмерзла. На лайв-канале смотрите, как мы застревали. Там первые наши была заснята. Да. Попадосик. Только начали. Ой, ёпты. Малыш у нас не. Есть. Щучка, вытаскивай свою штучку. А, нет, это не щучка, это... О-о-о-о-о! Это хороший сижара. Я ж тебе говорил. Огонь. Уже не зря переехали. Вот такой сижара вот на такую мормышку-ручейник. И, конечно же, вездесущий, всемогущий кальмар. Ну, кальмар любимый еда Долго он снегов. мурыжит, да. Смотри, он на него кто-то нападал. Видишь, Ага. Это вот, наверное, моя щука, которая клюнула. Кто такой пепеляет? Опа. есть. Иди сюда, дорогой, иди сюда, иди сюда. Красавчик. Еще сижок. Еще один сижочек. Эх, кишку мою съел, а. Кишочку съел. О, Михаил, красава. Да, этого мелкого можно отпустить. Чё он там Какая небольшой? мормышка, такой сик. Да. Ну, Мань, ну поздравляю тебя с первым уловом. В смысле, у меня уж окунь был. А, кстати, да. Я самый первый отловился. Не Ну, надо с тут. первым уловом хорошей рыбы, я так скажу. Ну так ладно. Какая мормышка такая и это, да? Ясно. Ну возьми побольше, крупнее, у меня там куча целая. Надо? А где-то удильник. Я этот хочу, блин, оставить. Ну да, я тебе... Хопа, где моя большая ложка? Так, у тебя большая ложка. А вилка у тебя вот там. Давай, доставай. Там нет второй вилки. Нет, есть открывашка. Открываем. У-у-у, бомба. Я думаю, готово. Ты Да, как думаешь? что-то Михаил оживился сразу такой. Ты, конечно. Ну, пробуй, снимай пробу. Я после тебя. Правда, я не солил. Слушай, вкуснее щуки.
вкуснее, да? Да. Что да как-то. Блин. Сик прикольный. Намного вкуснее, да? Да. Такая вкуснятина. Прям разваливается, да? Скажем спасибо производителю печек. Штука классная. Да. Бомба. Бомба, да? Вообще прям. Ну все, значит, понравилось, значит, будем готовить Надо, значит, ловить. по такому рецепту. Этому рецепту. Заодно снегоход надо прогреть. Сик. Сик. Хороший сик. Вот руками. Красава, красава. Красава. Опа! Показывай. Наш обед. Там второй. Я второго возьму. Опа! Только мы его Михаил, скушали. красава. И вот опять. Да, только сидели, думали о нем. Да. Как говорится, мысли материально. Материализуется, да. Или же мы его далеко убирать не будем. Мы его скоро съедим. Да, кстати. Ребят, на отличное место мы приехали. Одни сиги, да? Да. Кстати, смотрите, как карелочка горит, когда она в жиру. Видишь? Ну да. И она, ну, ничего не скользкая, нормально. Вон в руке. Карельская береза, да? Да. Угу. Мы сами стабилизируем. Вот Иван занимается. Понял. У нас свои там вакуумные камеры, печки. Мы еще половину ворсман продаем ее. Ну то есть... Ну, у нас заказывают производители. Карельскую березу мы им продаем, делаем. И она к влаге, это он всегда такой вот. Ну, цвета разные, естественно, есть. Это я вот взял просто первый попавшийся нож. Ну, ножей-то в наличии мало вообще. Да. А я взял шейничек, чтобы вот. Удобно, кстати, шейник на зимней рыбалке. Он раз у тебя тут висит, не надо никуда лезть, раз, хоп-хоп. Ну, сами видели. Вот. Извиняюсь, Вот, минутка друзья. рекламы была. Такая вот карельская береза. У Михаила все ножи, вот, ну, ручки из карельской березы. Поэтому очень удобно. Это вот обычная не И вот мой нож, Это допустим, натурально. мне, допустим, без всякой стабилизации, да, натуральный, вот, лишь бы было удобно держать. Вот рабочий нож обычный, самый настоящий. Че? Ну что, поздравляю. Все уже. Конечно, чуть поменьше, но у меня еще окунь. Ну что, не вечер? Так, пробурился возле берега. Сейчас буду проверять на наличие хищника. Вот такая блесна у нас. Вот. Красную привязал туда. Ну и глубину проверим. Заодно. О, сижок. Ну такой небольшой. Пускай уходит. Что ты? С какими ты новостями идешь? Ну, собираемся-то, переезжаем, что? Куда? Ну, куда вчера хотели поехать? Ехали-то. Туда хочешь? Ну. У нас остался завтра же только день. Да. Ну и все, тогда завтра там щуком посветим весь день.